Это программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. В эти дни почти на всей территории республики установилась холодная погода. Столбик термометра во многих населенных пунктах упал ниже 50 градусов. В усиленном режиме работают все экстренные службы региона, в том числе и МЧС. О том, сколько еще продержится холода, на мерах безопасности и правилах поведения в морозы, спросим у нашего гостя. Это первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по республике, полковник внутренней службы Виталий Немцов. Виталий Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, какого рода происшествия чаще всего происходят в холодное время года и какова обстановка сейчас у нас в республике? Ну, как правило, с учетом климатических особенностей, конечно, наступивших низких температур, для нас это тоже характерно, в разы увеличивается общее количество пожаров. Как правило, также это происходит из-за возрастающих нагрузок на электросети и печное отопление. Не всегда граждане обогревают свои жилища безопасно. Основной причиной возникновения пожаров остается нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и бытовых электроприборов, а также неосторожное обращение с огнем. В настоящий период времени с начала года на территории Республики Саха-Якутия у нас зарегистрировано 72 статистически учетных пожара. К сожалению, 2 человека при них в огне погибло и 2 человека получило травмы различной степени тяжести. Кроме того, в нашей республике свойственно происшествия, связанные с провалами автотранспорта под лед. Зачастую автолюбители, пренебрегая, к сожалению, здравым смыслом, выезжают на неокрепший лед, ну и происходит то, что я сказал, происшествие. Вместе с тем обращаем внимание на происшествия, связанные с автодорожными происшествиями. Говоря о пожарах, все-таки как минимизировать их возникновение как в частных, так и в многоквартирных домах? Ну, отвечая на этот вопрос, наверное, стоит сказать банальную вещь, что в первую очередь нужно соблюдать требования пожарной безопасности. Но если уже говорить о бытии, как правило, о самых простейших требованиях пожарной безопасности, хотел бы напомнить о необходимости каждого из нас с вами, каждого жителя, да и гостя республики, соблюдать требования пожарной безопасности, повторюсь, отслеживать состояние, контролировать электропроводки в своих частных и многоквартирных жилых домах. Желательно, кстати, проводить, но это уже требования к управляющим компаниям и жилищно-коммунальному хозяйству, проводить своевременные замеры сопротивления изоляции электропроводки. Это касается, конечно, места общего пользования. Также, что касается места общего пользования, ни в коем случае нельзя захламлять различной мебелью, старыми вещами, оборудованием, зауживать эвакуационные выходы, лестничные клетки, коридорные пространства. Нельзя устраивать склады горючих материалов под лестничными клетками в подвалах, в цокольных этажах. Следует учитывать, наверное, также простейшее требование, что при появлении запаха газа необходимо обратиться в соответствующую газовую службу, либо к спасателям. Ни в коем случае не включать свет, не пользоваться приборами освещения, отопления и, конечно же, проветрить помещение. Также не забываем простейшее правило, что спички детям не игрушка, поэтому детей без присмотра не оставляем. Не оставляем без присмотра включенные электрогазобытовые нагревательные приборы. Но это, наверное, вот весь простейший комплекс. Ну и также хотел напомнить, что любой из нас, как гражданин, обязан при появлении запаха дыма, гари, нашим контекстом говоря, при появлении признаков пожара, сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону 01-101 и принять действенные меры по сохранению, конечно, обстановки, по встрече пожарных подразделений и по возможности предоставить им максимальную информацию о том, где горит, что горит, и проводить нас к этому месту пожара наиболее кратчайшим и безопасным путем. Но вот если все-таки в домах и квартирах холодно, чем и как правильно обогреваться дополнительно и чего категорически делать нельзя? Иван, здесь мой будет простейший ответ, что мы в первую очередь рекомендуем, и однозначно только это рекомендуем, использовать газовые электронагревательные приборы, сертифицированные из заводского исполнения. Вот если мы будем соблюдать это простейшее требование, то поверьте мне, что количество пожаров, в том числе в жилом секторе, с нежелаемыми резонансными последствиями у нас значительно сократится. Еще один острый вопрос в эти морозы. Много ли происшествий на дорогах и трассах проходит в эти дни, где патрулируют ваши сотрудники?
Если говорить о мере ответственности министерства по чрезвычайным ситуациям, то нашего реагирования за прошедшие выходные праздничные дни по сегодняшний день на происшествия, связанные с ДТП, не было зарегистрировано. Но хотел бы отметить, что сотрудники Главного управления, а именно инспектора Государственной инспекции по мирным судам, ежедневно проводят патрулирование акватории республики на предмет несанкционированного выезда людей, нарушителей на лед. Также мы проводим серьезную, целенаправленную, профилактическую, разъяснительную работу и беседы с людьми о необходимости соблюдения этого требования. Вместе с тем хочу отметить, что эту работу мы проводим в тесном взаимодействии с инспекторами Государственной инспекции по безопасности дорожного движения и с административными комиссиями. Согласно требований нашего Кодекса об административных правонарушениях в Республике Саха-Якутия, у указанных административных комиссий есть право составлять административные материалы в отношении нарушителей по указанному мною требованию по несанкционированному выезду на лед. Неоднократно в эфире мы уже давали советы специалистов, как правильно себя вести, но тем не менее давайте напомним еще раз тем, кто отправляется в дальнюю дорогу, что необходимо обязательно знать и о чем обязательно помнить. Здесь тоже, наверное, не буду оригинален. В первую очередь мы должны с вами понимать необходимость своего выезда, тем более в нынешних установившихся, и как наша с вами программа посвящена этой тематике, установившихся холодных, экстремальных морозах. Необходимость выезда в какую-то ту точку. Если действительно необходимость это есть, необходимо понимать маршрут, куда мы едем. Безусловно, принять все возможные меры и проверить состояние техническое своего автотранспортного средства. Безусловно, необходимо иметь с собой определенный ремкомплект, запас горючего, запас медикаментов, конечно же, теплую одежду, потому что если выйдет машина из строя, нам придется покинуть салон. Значит, мы должны все-таки понимать адекватно, какая у нас складывается температура воздуха, окружающей среды за пределами машины. Ну и, конечно, тоже, наверное, адекватная, вполне обоснованная рекомендация иметь всегда заряженный с собой сотовый телефон и возможность соответствующего оперативного дозвона при складывающихся неблагоприятных условиях в пути, если сломалась или заглохла машина. Наверное, как минимум перечень вот этих мной указанных рекомендаций, мероприятий позволит как минимум снизить количество рисков, возникающих с людьми, которые собрались в дальнюю дорогу, тем более, повторюсь, в условиях низких температур. Ну и в продолжении темы у всех еще свежа в памяти трагедия, когда двое молодых людей не по той дороге поехали и замерзли, один, к сожалению, погиб. А все-таки, если в дороге замерзла машина, а поблизости нет населенного пункта, нет связи, что нужно предпринять, чтобы спастись и выжить? Действительно, вопрос, спасибо, продолжение темы. Повторюсь, что надо понимать маршрут движения. Если говорить о том, на чем закончил в предыдущем ответе на вопрос, то мы должны понимать, что по какому номеру телефона мы можем сообщить, а все-таки большая часть территории республики у нас покрывается сотовой связью. По телефону 112 мы можем с вами дозвониться в спасательную службу. Чем еще хорош этот телефон? Тем, что он у нас позволяет и при минусовом балансе на сотовом телефоне абонента звонить, и позволяет также задействовать эту экстренную службу при отсутствии в самом телефоне сим-карты. Но вдруг сложилась так ситуация. Конечно, если автотранспортное средство заглохло в силу каких-то причин, нужно постараться выяснить нахождение ближайшего населенного пункта, постараться, если вы будете принимать решение о выдвижении в его сторону, тогда стоит, конечно, двигаться вдоль автодорог, учитывая возможность прохождения других автотранспортных средств. И, конечно же, понимая, что это ориентир все-таки приведет к населенному пункту. Дальше стоит принять меры, для этого я говорил в предыдущий раз, иметь комплект с собой, запас теплой одежды, конечно же, утеплиться,
Конечно же, наверное, принимать меры по очистке вашего автомобиля от снега, льда с тем условием, чтобы он больше служил ориентиром, а не сплошным сугробом, для того, чтобы спасатели, которых вы позовете на подмогу, или проезжающие автолюбители тоже могли вам оказать помощь. Конечно, следует, если находитесь в автомобиле, его периодически прогревать, но в первую очередь и сам автомобиль, и самим согреваться, но при этом хотя бы приоткрывать окна, чтобы не получить уже опасность отравления угарными газами выхлопными. Собственно, с этой же целью очищать, производить периодические очистки выхлопной трубы автомобиля, чтобы пары, газы и окислы азота не поступали в автомобиль. Наверное, вот эти вот основные моменты стоит тоже учитывать. Но, повторюсь, самое главное, нужно понимать маршрут движения. Кстати, хотел бы в ответе также на этот вопрос напомнить, что он взаимосвязан с темой. У нас, к примеру, с начала года на территории республики было 3 туристических группы. Все, кстати, совершали свои туристические марши на автомашинах. На текущий момент времени, сегодняшний день, осталась 1 тургруппа. В этом отношении, когда есть такие санкционированные моменты по созданию тургруппы, напоминаю, что необходимо проводить регистрацию в подразделениях непосредственно спасательной службы республики и, конечно, с определенной периодичностью по согласованию с ними выходить на связь, подтверждать свое местонахождение, маршрут. В целом обезопасить себя, в том числе от рисков возможных, и в том числе для, возможно, более оперативного реагирования спасателей для минимизации последствий причинения вреда здоровью, жизни человека. В холодное время года обычно очень много обморожений. Нахождение даже короткое время на улице при неправильном поведении может привести к переохлаждению организма. Как безопасно себя вести и как правильно одеваться в такие холода? Здесь мы советуем и рекомендуем носить свободную одежду, учитывая, что это способствует нормальной циркуляции крови. Верхняя одежда при этом должна быть непромокаемой. Как только, конечно, человек почувствует переохлаждение в процессе прогулки на улице или замерзание конечностей, необходимо как можно скорее вернуться домой, либо в любое теплое место зайти, хотя бы на время. Следует также учитывать, понимать, что у детей, у пожилых людей и у лиц, страдающих рядом хронических заболеваний, функция теплорегуляции может быть и, как правило, нарушена. Поэтому эти категории наиболее подвержены более быстрому переохлаждению, обморожению. И это тоже следует учитывать даже при планировании своих прогулок. Вместе с тем хотел бы напомнить о том, что об одном заблуждении людей, и сразу скажу, чего не стоит делать, не стоит переусердствовать с употреблением горячительных напитков. Потому что кажущееся первоначальное ощущение тепла обманчиво. Как правило, это способствует расширению сосудов и наиболее быстрой потере теплопотерям организма. Поэтому необходимым дополнительным фактором является невозможность также в этой ситуации концентрации человека, в том числе на своих ощущениях, что тоже может привести к более быстрому и более серьезным обморожениям в условиях наших установившихся температурных режимов. Ну, а также в целом, обращаясь к жителям, гостям республики, хочу попросить от всего Главного управления не игнорировать наши СМС-рассылку предупреждения о неблагоприятных погодных явлениях. К слову сказать, они у нас на ближайшую неделю прогнозируются по 2 позициям. Как низкие температуры, так и если касается это в целом по большей части республики, ну и северных районов касается повышенные ветровые нагрузки. Поэтому попрошу не игнорировать эти предупреждения, относиться к ним адекватно, с пониманием и в том числе не планировать и дальних поездок и не выходить без надобности на улицу. Ну вот, говоря о прогнозах, вопрос, мне кажется, волнует всех и каждого. Дают ли синоптики какие-то прогнозы, как долго еще продержатся эти жуткие холода? Предварительный прогноз у нас есть, Иван, конечно, он в определенном режиме у нас уточняется и в ежедневном, и в недельном, и так далее. Но вот я повторюсь, что на ближайшую неделю у нас установившиеся погодные, климатические, температурные режимы сохраняются в большей части районов.
Также в северных районах сохраняются повышенные ветровые нагрузки. Попрошу это тоже учитывать. И, конечно же, мы со своей стороны во взаимодействии с дежурно-диспетчерскими службами организаций, с едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных районов, с главами районов, со старостами муниципальных образований, населенных пунктов. Эту информацию доводим прогнозную, доводим возможные риски, моделируем соответствующие ситуации, выражаю даже, спасибо в том числе через вашу программу, свою благодарность от лица в целом Главного управления за проводимую работу. Ну и, конечно же, уверенно выражаю свою уверенность и надеюсь, что эту работу мы будем наращивать, чтобы обезопасить и соблюдать меры безопасности и в целом безопасность всего населения и жителей, и гостей нашей республики. Виталий Михайлович, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Желаю вам и вашим коллегам как можно меньше поводов на реагирование. Всего доброго. Спасибо большое, всего хорошего. Это была программа «Актуальное интервью». О мерах безопасности и правилах поведения в морозы мы говорили с нашим гостем. Это первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по республике, полковник внутренней службы Виталий Немцов. Берегите себя и своих близких, обязательно носите маски, соблюдайте дистанцию в общественных местах и дезинфицируйте руки. До новых встреч в эфире.